Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». На телеканале ТНВ на передаче «Точка опоры» состоялась дискуссия, на которой обсуждалась незавидная судьба татарского языка и вообще ситуация с татарским языком конкретно у татар Татарстана и татар, проживающих за пределами нашей республики. Также поднималась проблема и недостатка учителей татарского языка. Проблема с преподаванием татарского языка многогранная. Татары за пределами Татарстана мучаются тем, что в их местах проживания нету учителей татарского языка. А если татарский язык и преподается, то как факультатив. Поэтому перед татарами России стоит в целом проблема преподавания татарского языка. А что касается татар Татарстана, то здесь совсем другая проблема. Для них не могут выстроить нормальную систему преподавания, например, математики, физики, биологии и других предметов на татарском языке. Здесь также не хватает кадров, нехватка учебников по всяким предметам на татарском языке. Хотя в крупных городах, например, в Казани, проблема преподавания в целом самого татарского языка тоже стоит. Тут, наверное, татары Казани и татары, проживающие за пределами Татарстана, на одной волне. По словам журналиста ТНВ Луизы Закировой, ситуация с татарскими школами в Казани сегодня даже намного хуже, чем это было в Советском Союзе. Даже в советское время у нас было 3 школы, которые обучали на татарском языке. Сейчас, к сожалению, такая школа, единственная одна школа, это номер 2. В советское время таких школ было 3. Это вот вторая гимназия, которая в то время называлась второй интернат. Это 80-я школа и первая гимназия. Если я не ошибаюсь, в последних 2 школах сейчас обучение идет на русском языке. Нет учителей по физике, которые будут вести обучение на татарском языке. Химия, биология, математика. То есть у нас татарский язык, он превращается в кухонный язык. А татарский язык – это не второсортный язык, он вправе быть языком науки. Самая главная проблема, которая была обозначена в передаче на ТНВ, это нехватка, еще раз скажем, учителей. Причем как учителей татарского языка, так и учителей, которые могли бы преподавать хоть какой-нибудь предмет на татарском языке. Директор школы «Солнце» Павел Шмаков рассказал, каких фантастических трудов ему стоил поиск учителя по татарскому языку для своей школы. Мы нашли, но это фантастически трудно. Ведь можно найти татарина, который владеет татарским языком, и это не трудно. Но очень трудно найти человека, который настолько любит татарский язык, что может его преподавать. К слову, Павел Шмаков на передаче обозначил и другую проблему. Это преподавание татарского языка для русских. По его словам, Республика Татарстан богата, а ресурсов направить на то, чтобы татарский язык учили и русские, нет. Преподавание татарского языка русским. А зачем сегодня русским Татарстана татарский язык? Отмечу, что именно Комитет русскоязычных родителей Татарстана серьезно поучаствовал в 2017 году в деле изгнания татарского языка из школьного образования. Павел Шмаков привел в пример случай из своей школы, где русская родительница изначально была против татарского языка, но потом у нее случился какой-то разворот. У меня была школьница, мама которая возмущалась тем, что ее русская девочка учит татарский язык. Прошло несколько, ее мама писала письма вплоть до министра образования. Но однажды мама увидела свою дочку на сцене, где девочка играла и одновременно говорила по очереди то на русском, то на английском, то на татарском. После этого мама рассмеялась, и очень важный такой момент, что для родителей счастье детей важнее порой их собственных политических взглядов. И если мы ориентируемся прежде всего на детей, а не на политическую конъюнктуру, то все получается совершенно нормально. У нас очень мало внимания уделяется в республике тому, как красиво преподавать татарский язык иноязычной аудитории. Также Павел Шмаков обвинил и чиновничий аппарат в том, что они тормозят исполнение наказов президента Татарстана Рустама Минниханова по части преподавания татарского языка. Весь чиновничий аппарат Министерства образования, да им наплевать на татарский язык, к сожалению. Гендиректор школы Баласити Альбина Насырова поделилась своей проблемой. В принципе, у нее проблем с учителями татарского языка нет. Ее специалисты – это билингвы, мультилингвы. То есть те, кто знает несколько языков. Но специалисты у нее разъезжаются, например, в Турцию, еще куда-то за высокими зарплатами. А зарплата начинающего молодого педагога сегодня – это 17-18 тысяч рублей за одну ставку. Сегодня разве на такие деньги вообще можно жить?
Журналистка Луиза Закирова возмутилась, что после событий 2017-2018 годов, когда по позициям татарского языка в школе был совершен мощный удар, методологи преподавания татарского языка пошли на поводу широких масс. Видите ли, слишком тяжело преподается татарский язык. Детей якобы грузят законами языка, морфологии, лексики. Вместо этого теперь уже сегодня детей больше обучают коммуникативным навыкам. Главная претензия родителей до событий 2017 года заключалась в том, что методика она основана на изучении грамматики, то есть не на изучении языка в целом. То есть ребенок не умеет разговаривать на татарском языке, но его заставляют делать морфологический анализ слова. То есть они считают, что это в корне неправильно. Но язык невозможно изучать без грамматики, той же орфографии и морфологии. Одно без другого невозможно. В общем, в Татарстане разработали специальные учебники «Салям», где акцент делается именно на коммуникацию. Теперь татарскому учат по упрощенной системе. Некоторые участники дискуссии не согласились с высказыванием Луизы Закировой. Например, свое несогласие выразил Павел Шмаков. Чрезвычайно неправильно. То есть на первом плане должна стоять именно любовь к языку. Грамматика нужна, она должна дать не на первом месте, а на втором. Это именно то, что мотивирует и грамматики, и именно то, что делала остальному. Лена Калимулловна. Она пела песни, она ставила самовар, а ребята приносили чак-чак и эчпачмаки. Я тоже хочу поддержать все-таки авторов учебников «Салям», потому что наша школа занимается, у нас на подгруппы делятся ученики, которые татароговорящие, у них другая программа, и русскоговорящие иностранцы учатся по учебникам «Салям». Уважаемые зрители, а как вы думаете, как сегодня должен преподаваться татарский язык? С эчпачмаками, с самоварами, как к этому призывает Павел Шмаков? Интересно, а в таком случае не пострадает ли образ и репутация учителя татарского языка? Чем тогда учитель татарского языка будет отличаться, скажем, от учителя по технологии, от школьного повара? Или все-таки татарский язык должен преподаваться серьезно, как этому призывает Луиза Закирова? Друзья, напишите ваше мнение в комментариях под этим видео. Ну а мы продолжим разбор проблем с татарским языком. На дискуссии на телевидении выступил и имам Астраханской мечети Муслим Хазрат Юнусов. Ситуацию с татарским языком среди астраханских татар он назвал гуманитарной катастрофой. Есть проблема с языком, и главная проблема, наверное, в Астрахани сегодня это кому преподавать. Сегодня в Астрахани преподается татарский язык в одной школе в городе 74-й имени Тукая. Там есть класс, где преподается татарский язык. Все, не более того. Сегодня в Астрахани, я уже как-то на одном из эфиров говорил, что среднестатистический 20-летний татарин астраханский, да, он вообще не является носителем татарского языка. 30-летний – это человек, который, скорее всего, тоже не является носителем. 40-летний – это человек, который понимает, но не говорит. Поэтому татарский в Астрахани можно сегодня преподавать, как сказал Павел Шмаков, иноязычным. Татары стали в Астрахани иноязычными. Уважаемые зрители, а вы когда-нибудь задумывались, что такое должно произойти в школе, чтобы дети захотели изучать татарский язык? Чтобы родители были заинтересованы в том, чтобы их дети изучали татарский язык? Суровая реальность сегодня такова, что татары вынуждены выбирать русский язык, потому что на этом языке им сдавать экзамены. Вот эти вот самые ЕГЭ. Тут Павел Шмаков предлагает интересный подход, который должен быть реализован в школах. У нас же школа сейчас знаниевого типа, где главное быстренько дать знания. Это и компьютер может. Нужно же делать школы мотивационного типа, чтобы дети хотели изучать татарский язык, чтобы родители хотели отдавать детей на преподавание татарского языка. Это вообще общий принцип преподавания. В нынешнюю IT-эпоху нельзя говорить о знаниевых школах, о том, что учителя просто знают и передадут правила игры. Надо не правила передавать, а увлеченность и любовь. Действительно, интересное замечание у Павла Шмакова. Но что может в современном мире татарин делать с татарским языком? Татары в городе живут в очень бешеном темпе. Вряд ли у татар есть достаточно свободного времени, чтобы изучать татарский язык. Или все-таки есть на это время? А что делать татарину со своей любовью к татарскому языку? Но этот татарин живет, скажем, в Санкт-Петербурге. Гульназ Ишбаева, которая представляет Казанский университет и Институт филологии и межкультурной коммуникации, рассказывает, что в год выпускается 25 человек,
которые вроде как должны стать учителями татарского языка. 25 человек в год. Вот 25 человек в год, да, сейчас на данный момент готовится. Скорее всего, это мы покрываем потребности только республики при открытии полилингвальных комплексов Адымнар. Даже республику не покрываем. Не покрываем республику. Нет, И Казань. По словам Ишбаевой, есть набор еще на 25 человек по целевой программе. По таким предметам, как математика, история, обществознание, музыка и дополнительное образование, начальное и дошкольное образование на татарском языке. Первый выпуск таких специалистов намечен на 2023 год. То есть, Алла Берсах к 2023 году Казанский федеральный университет будет выпускать всего 25 специалистов, которые должны взвалить на себя ответственность, сохранить, развивать и передавать последующим поколениям татарский язык. Участники дискуссии приходят к выводу, что, увы, но татары за пределами Татарстана утрачивают татарский язык. В советское время так и было. В каждом субъекте Российской Федерации были факультеты, кафедры татарского языка и филологии. Они на местах обучались и были учителя. То есть такой кадровой нехватки не было, как сегодня. А, к сожалению, на сегодняшний день ни в одном субъекте Российской Федерации нет такой кафедры, кроме Башкирии. Ну, будем же честными, Татарстан не бедная республика. У нас же хватает сил на ремонт дороги, на то, чтобы провести универсиаду и провести чемпионат мира по футболу. Если какая-то часть средств пойдет на то, что наших средств, на то, чтобы татарская культура развивалась еще в местах компактного проживания татар, ну вот это реальный выход. Павел Шмаков, конечно, тут прав. Татарстан не бедная республика и может себе позволить расходы на поддержку татар и татарского языка за пределами республики. Но в России проживает 5 миллионов татар, из которых 1,5 миллиона лишь в Татарстане живут. Плюс в Татарстане проживает еще 1,5 миллиона русских. Так что властям Татарстана придется придерживаться параллельно как и поддержки татарского языка, так и русского языка, чтобы соблюсти баланс в республике. То есть Татарстан должен покрывать расходы на поддержку преподавания языков русского и татарского более чем для 6,5 миллионов человек. При этом татары, проживающие за пределами Татарстана, они ведь ни копейки денег не приносят в бюджет Республики Татарстан. В общем, непростая ситуация. Выводы, Дуслар. Ситуация с татарским языком сегодня в России очень плачевная. Нормальных учителей по татарскому языку не хватает, мотивации учить татарский язык, использовать татарский язык не хватает, родители из-за ЕГЭ вместо татарского выбирают для своих детей русский язык. В Татарстане пытаются что-то делать, чтобы сохранить татарский язык. Но как быть с татарским языком у татар за пределами Татарстана? В общем, с татарским все сложно. Что делать? Ума не приложу. Ваши ответы, друзья. У татар Уфы не самые хорошие новости. К сожалению, над усадьбой дореволюционного татарского просветителя Зия Камали опять нависла угроза уничтожения. Местные чиновники в Уфе, которые определяют, какие памятники в городе сносить, а какие нет, упорно не желают включить эту усадьбу в специальный реестр объектов культурного наследия, который бы спас исторический памятник татарской Уфы от сноса. Хроника событий такая. 8 апреля этого года чиновники Уфы в лице организации «Башкультнаследие» отказали во включении усадьбы в этот реестр. Но уфимская архзащитница Эльза Маулимшина на такое решение башкирских чиновников пожаловалась в прокуратуру и Минюст Башкортостана. Эльзе Маулимшине удалось одержать победу. В этой войне с кровожадными чиновниками прокуратура и Минюст Башкирии встали на ее сторону. И вот уже 28 июня этого года неугомонный Башкультнаследие опять отказался включить усадьбу Зия Камали в специальный реестр. Друзья, Эльза Маулимшина готова вновь ринуться в бой с этими чинушами, лишь бы спасти дом татарского просветителя от сноса. Но ей уже тяжело держать оборону одной. Она готовится направить официальное обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Однако, если здание снимут с госохраны, то я направлю официальное обращение президенту Татарстана Рустаму Нургалиевичу Минниханову с просьбой забрать дом в Татарстан и дать ему вторую жизнь. Тем более, что выявленный объект культурного наследия усадьба Зия Камали официально вошел в федеральную программу первоочередных реставрационных работ с привлечением федерального финансирования. Как видите, Эльза Ханум постаралась также найти возможность привлечь на реставрацию усадьбы Зия Камали
федеральные деньги. 16 объектов культурного наследия Башкирии вошли в перечень памятников, требующих безотлагательной реставрации. Список объектов правительства России и Минкультуры России направило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Список составлялся из тех зданий, которые находятся под угрозой уничтожения и не выставляются на торги для реставрации. На реставрацию будут выделены федеральные средства. Это федеральная программа финансирования реставрации в исполнении поручений Владимира Путина. Но проклятые чиновники из Башкультнаследия все равно хотят разрушить татарский облик Уфы. Да, интересная ситуация получается. Башкирские чиновники намерены уничтожить памятник Зия Камали, даже не боясь самого Путина. Видимо, реально татарам Уфы остается уповать лишь только на Рустама Минниханова. Чтобы определить, включать усадьбу Зия Камали или нет, Башкультнаследие инициировало аж 3 историко-культурных экспертизы. Детальный анализ первой и второй из этих экспертиз, которые фактически приговаривают к сносу усадьбу, мы делали ранее. В общем, все эти 3 экспертизы не в пользу дома Зия Камали, но Эльза Маулимшина объявила сбор средств в интернете, чтобы сделать независимую историко-культурную экспертизу, и ей помогли. Она обратилась к эксперту, к Галине Маланичевой. Вообще, она классный специалист. Благодаря Маланичевой, например, удалось спасти исторический центр города Мурома во Владимирской области, включив его в реестр объектов культурного наследия. Галина Маланичева при проведении экспертизы исследовала архивные документы, которые до этого не были рассмотрены. Она установила, что здание имеет мемориальное значение и опровергла выводы первой экспертизы. Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии результаты этой экспертизы не признало, пояснив, что заключение не соответствует федеральному законодательству. В общем, Башкультнаследие заказала 3-ю экспертизу историку Елене Беляевой. И она заключила, что усадьба Камали не обладает признаками историко-культурной, архитектурной и градостроительной ценности, а также не имеет оснований для включения в реестр объектов культурного наследия. Конечно, такое решение эксперта очень понравилось Башкультнаследию. А вы знаете, кто такая Беляева Елена Эдмундовна? Она заместитель начальника управления по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в правительстве Омской области. То есть она ровно из того же самого города, что и был другой эксперт Михаил Сафаров, который также приговорил здание Зия Камали к сносу. Еще раз, друзья, то есть судьбу культурного исторического наследия татарской Уфы, татар Уфы, решают какие-то левые эксперты из Омска. Также левые эксперты вынесли и свой приговор дому Зия Камали в первой и второй экспертизе. Итак, в 3-й экспертизе историк Елена Беляева установила, что Зия Камали в этом доме якобы никогда не жил, так как проживал в соседнем уже снесенном доме. Она же установила факт, что проживание в указанном доме Мажита Гафури на протяжении 6,5 лет и Сайфи Кудаша на протяжении 5 лет никоим образом не наделяет дом мемориальной ценностью, что мало ли где мог ранее проживать Гафури и Кудаш, все же дома подряд не признаешь памятником истории. Беляева установила, что усадьба Зия Камали был создан как жилой дом в начале 20 века. Изначально здание принадлежало крестьянину Ивану Степановичу Сергееву и являлось одним из 2 зданий его усадебного участка. К 1911 году оба здания были выкуплены Фарвазидином Камалетдиновым, то есть Зия Камали. Рассматриваемое здание сдавалось Камалетдиновым под квартиры. Сам же Зия Камали жил в доме по красной линии улицы Никольской. Объект являлся личной собственностью Зия Камали. Он сдавал здание квартирантам, а сам проживал в главном доме усадьбы по улице Никольской, ныне Гафури. Данное здание в настоящее время не сохранилось. Однако архзащитница Эльза Маулимшина установила, что дом на улице Никольской, в котором, по мнению Елены Беляевой, жил Зия Камали, был построен в 1950 году, то есть после смерти Зия Камали.
Таким образом, эксперт Беляева своим заключением без должной оценки исторических и архивных документов наносит ущерб интересам Республики Башкортостан как центра исламской культуры. Кто именно угрожает сносом дома Зия Камали? Кто этот стиратель облика татарской Уфы? Это богатейший застройщик Башкирии, депутат Горсовета Уфы и гендиректор компании ООО «Иск Агидель Инвестстрой» Филюс Ишбулатов. Друзья, Эльза Маулимшина тщательно описывает историю с усадьбой Зия Камали у себя в Фейсбуке. В описании под видео будет ссылка на ее страницу в Фейсбуке. Ей как никогда сейчас нужна наша поддержка. Татарлар, ярдамитик, хуплык. Очевидно, что дело Эльзы Маулимшины благое, спаси памятник. Но Филюс Ишбулатов считает иначе и уже шлет ей конкретные намеки. Начну с того, что ни одно благое дело не должно остаться безнаказанным. Я заказчик-застройщик нашего города, один из заказчиков-застройщиков. Держитесь, Эльза Ханум. Ну как, погрузились в проблемы татарского языка после просмотра первой части нашего видео? А теперь давайте попробуем найти свет в этой кромешной тьме. Давайте попробуем найти выход из сложившейся ситуации с татарским языком. Итак, на протяжении последних 5 лет положение татарской журналистики в Казанском университете было тяжелым. В 2018 году гендиректор ТНВ Ильшат Аминов и вовсе констатировал, что бюджетных мест в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций для татарских журналистов больше нет. То есть за деньги тебя еще в КФУ журналистики по-татарски обучат, но за деньги государства уже нет. Летом 2020 года заведующий кафедрой национальных и глобальных медиа КФУ Васил Гарифуллин рассказал, что и в 2020 году за счет бюджета студентов татарской журналистики тоже никто не собирается учить. Bir үзенчәлеге бар безнең түләүле уку журналистика бүлегендә. Быел безнең бюджет орыннары бөтенләй юк. Соңгы елларда ул кимәдә, нык кимәдә, узган елда безнең 4 кенә орыныбыз бар иде бюджет орыны бакалавриатта. Быел бөтенләй юк, ансы кызганыч әлбәттә. Ләкин әле безнең бер кичкенә генә өмет кисәгебез бар. Безнең Россия хөкүмәте бит инде быел вузларда бюджет орыннары, өстәмә бюджет орыннары бүлеп бирү турында карар кабул итте. Бу заявкага без дә кирдек, журналистика белгечлегедә. Ягъни Мәскәүгә безнең гаризабыз бирелгән, бюджет орыннары сорап. Әле аның квотасы килмәде. На самом деле в Казанском университете сложилась очень абсурдная ситуация. Абитуриенту, чтобы стать татарским журналистом, чтобы научиться писать статьи по-татарски, нужно поступить, сдав экзамен на русском языке. Безгә укырга керер өчен абитуриентлар рус теле һәм рус әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханы бирергә тиеш. Без инаны гел әйтеп киләм, бу бик кызык әйбер инде, бу абсурд әйбер. Татар журналисты булырга теләгән кеше дә рус телен, рус әдәбиятын камил белергә тиеш. Югыйсә ул татар теле һәм әдәбиятын белергә тиеш. И вот такая незавидная ситуация породила кадровый голод в Татмедиа. Гендиректор Татмедиа Шамиль Садыков говорит, что вообще последние лет 5 уже не видит выпускников кафедры татарской журналистики. Соңгы 5 ел эчендә кызганычка каршы татар КФУның бу журналистика медиа школасы дип аталамалар. Югары мәктәбеннән студентлар безгә килми башлады. Бер мизгелдә без тойдык, журфактан безгә студентлар килми башлады. Һәм без шушы нияттән инде алындык үзебез укытырга. Минем аңлавымча анда, мин түгел генә белмим, ләкин минем аңлавымча анда татар журналистика кафедрасы ябылды һәм бюджет урыннарында укыту, татар журналистларын бюджет урынында укыту туктатылды. Хәзер ничектер белмим, ләкин шул соңгы елларда шундый хәл иде. Поэтому Шамиль Садыков и Татмедиа были вынуждены обратиться к руководителю Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, к Замалетдинову Радифу Рифкатовичу, чтобы выковывать татарских журналистов уже из татарских филологов. Шуңа күрә инде без менә Рифкатович белән озак кына сөйләшүләр алып бардык. Алар тарафыннан да бу инициатива безгә дә кулай булды. Без инде татар журналистларын әзерләү
үз қолыбызға алырға мәжбүр болдық РФКшпен, чөнки бу юнәлештә берникадәр пауза бар килде. Мин бик кыска гына мәгълүмат биреп китә алам. Бүгенге көндә университетта шулай ук аерым журналистика югары мәктәбе бар. Леонид Толчинский җитәкчелек итә әлеге мәктәп белән һәм анда уңышлы гына журналистлар әзерләү эше алып барыла. Ләкин анда белгечләрне нигездә рус теле нигезендә әзерлиләр, кызганычка каршы татар журналистикасына бюджет урыннары соңгы вакытта бик нык кимеде. В общем, сложилась такая ситуация, что газетам, журналам и СМИ, входящим в Татмедиа, очень нужны татарские журналисты, а в КФУ их больше не готовят. В Высшей школе журналистики и медиакоммуникации бюджетных мест для татарской журналистики нет совсем. По словам Шамиля Садыкова, татарский журналист может появиться только там, где есть татароязычная среда. И такая татарская среда сохранилась только в Институте татарской филологии, возглавляемый Радифом Замалетдиновым. Иң мөһим мәсьәлә ул татар мөхите. Татар журналисты барга килә, әгәр дә татар мөхите булса гына. Кызга, менә безнең сөенечкә, бу татар мөхитен без күреп алдык. Филология институтында анда татар җаны бар, анда татарча сөйләшәләр, тулы татар телле дөнья. Поэтому Шамиль Садыков призывает парней и девушек, владеющих татарским языком, смелее идти в Институт филологии. Есть перспектива стать журналистом и найти работу в Татмедиа. Без мөрәҗәгать итәсебез килә Татарстан кызларына, җегетләренә һәм Россиянең башка төбәкләрендә яшәгән кызларга, җегетләргә татар телен камил белгән балалар бюджет хисабына журналист булып китә алалар. Һәм иң мөһиме, журналист булып эшли алалар. Чөнки бездә әле ул практик үткән кызлар, җегетләр эш урында алалар. Увы, но гендиректор не обозначил хотя бы приблизительные, что ли, ориентиры по зарплате для молодых и начинающих татарских журналистов. На какую сумму может рассчитывать молодой специалист? Все-таки в современном мире вопрос по оплате труда имеет важное значение. Да и татарские журналисты не на хлебе с водой же сидят.